Это актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В соцсетях широко распространяется информация о биометрии. Что это такое и для чего она нужна? Об этом мы поговорим сегодня. Гости у нас в студии Мариана Алексеева, начальник технологического отдела Центра «Мои документы». Мариана Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что такое биометрия, как ее сдать, вот и для чего используется? Биометрия – это сведения об уникальных физиологических, биологических характеристиках человека. Да? Существует множество биометрий, и наиболее распространенными из них являются это отпечатки пальцев, радужная оболочка глаз, голос человека, изображение лица и рисунок вен ладони. Сейчас время является очень ценным ресурсом для людей. Да? У людей не хватает времени посещать разные организации для получения тех или иных услуг. И государство, ввиду этого, да, создает, внедряет разные цифровые технологии. Именно в целях сокращения временных затрат людей, да, и для увеличения удобства, комфортности получения услуг. И в этих целях государством сейчас создана единая биометрическая система, где хранятся два вида биометрии. Это именно голос человека и изображение лица. Вот. И по биометрии можно установить личность человека для того, чтобы он дистанционно смог получить разные услуги и сервисы. Вот. Это очень важно для людей, которые по тем или иным причинам не могут подойти в организацию за получением услуг, да? И для людей, у которых ограниченные возможности. Главный вопрос дискуссии в соцсетях. Биометрию нужно сдавать обязательно или по желанию? Нет, биометрия сдается только на добровольной основе, никаких принуждений для этого нету. Вот была информация, что заявление на отказ нужно успеть подать до конца августа, иначе все пропало. Вот именно такой момент и взбудоражил общественность. Так ли это на самом деле? Это не так. Да, действительно, очень широко распространилась неверная информация. Да? Это наблюдалось не только в нашей республике, но и по всей России. Удалить биометрию или написать отказ от размещения ваших биометрических данных в единую биометрическую систему можно в любой момент. Никаких сроков, ограничений на подачу отказа нету. И к тому же, если вы ранее не регистрировали свою биометрию, да, например, в банковских организациях, тогда отказ писать не нужно, не обязательно, да, потому что вашей биометрии нету. То есть отказ можно написать на госуслугах, да, нужно зайти туда? Да, вообще то, что у вас есть зарегистрированная биометрия или нет, можно проверить на портале госуслуг. Для этого ваша учетная запись на портале госуслуг должна быть подтвержденной. Нужно будет войти в личный кабинет, далее перейти в раздел «Профиль» и открыть вкладку «Биометрия». Вот там будет вся информация. Если вы ранее регистрировали биометрию, тогда будет информация о сроке действия вашей биометрии и где вы его регистрировали. А если вы не регистрировали, да, тогда будет надпись просто «Биометрия не зарегистрирована». Также говорят, что биометрия без ведома человека будет передаваться куда-то, вот это получается в государственную единую биометрическую систему. Это так? Так. Объясню так. Ранее биометрические данные, они собирались и хранились в информационных системах коммерческих организаций. В основном это банковских, да. Теперь им запрещается хранить у себя в своих информационных системах биометрические данные людей. Они должны все передать в единую биометрическую систему. Таким образом, по закону, да, все организации, которые ранее хранили у себя биометрию, должны передать начиная с 1 июня текущего года и по 30 сентября в единую биометрическую систему. При этом банк, если ваша биометрия, например, хранится в банке, да, он обязан вас уведомить перед отправкой за 30 дней. И вы можете запретить это. В случае, если вы запретите передачу ваших данных, тогда биометрия ваша будет удалена в системе банка и не передадут в единую систему.
Таким образом, вся биометрия, она будет храниться в государственной системе, да, вот единая биометрическая система. И тут биометрия будет лучше, надежнее защищена. Вот. А те организации, которые будут предоставлять свои услуги, сервисы по биометрии, да, у них не будет прямого доступа именно к биометрическим данным человека. То есть у них будет доступ только до векторов биометрии. Это машиночитаемые математические шаблоны, которые просто содержат информацию о биометрических данных, не саму биометрию. И хочу еще внести уточнение, да, биометрия, она собирается только с согласия человека. Если вы ранее сдавали, но люди об этом знают, если они ранее сдавали. И без вашего согласия биометрию собрать невозможно просто. А вообще для чего вот создана такая единая биометрическая система? То есть с целью безопасности или для чего-то еще? Да, в первую очередь для повышения комфортности, удобства получения услуг в дистанционном виде, да, с любой точки мира. И, конечно же, для повышения уровня защиты биометрических данных. По биометрии можно оформить карту болельщика, дистанционно заключать договора на услуги связи. Можно дистанционно подавать экзамены и зачеты. Также банковскими услугами можно будет воспользоваться и оформить, да, квалифицированную электронную подпись. Но в целом, конечно, список услуг он будет постоянно расширяться, которые предоставляются по биометрии. Ну, то есть в любом случае это как минимум ускорит время для получения определенных услуг. Удобство поднимет, и вам не нужно будет следить за режимом работы организации, да, за его месторасположением, отпрашиваться от работы, да, чтобы сдать какие-то документы. Это можно будет онлайн, дистанционно, в любое удобное для вас время. Ну, действительно, очень удобно. Вот предлагаю еще раз уточнить, пожалуйста, да, как проверить, сдавал ли я, например, биометрию, единую биометрическую систему, и как отказаться, например, от подачи своих данных. Так, проверить можно на портале госуслуг. Учетная запись должна быть подтвержденной, обязательно, да. И заходите в свой личный кабинет, потом нужно будет перейти в раздел «Профиль». Там есть вкладка биометрии, ее открываем, да, и информация там будет. Если биометрия не зарегистрирована, будет запись, да, биометрия не зарегистрирована. А если вы регистрировали когда-либо, да, тогда будет информация о сроке действия вашей биометрии и где вы его регистрировали. А касательно отказа, можно тут сразу удалить биометрию онлайн, да. Для этого есть во вкладке «Биометрия» в случае его регистрации кнопка удаления. Также можно заявление на отказ написать очно в офисах центра «Мои документы». Для этого нужно будет подойти с паспортом и с номером СНИЛС. Но, например, вы уже во время ажиотажа, да, неверной рассылки, вы уже успели отказаться, написать заявление. Это важный вопрос, если передумал, как быть здесь. Да, и потом решили воспользоваться услугами, сервисами, которые предоставляются по биометрии. В этом случае, перед тем, как повторно сдать биометрию, вам необходимо подойти в центр «Мои документы» и очно подать заявление на отзыв ранее поданного отказа. Для этого также требуется паспорт и номер СНИЛС. То есть там же в МФЦ можно найти предыдущее заявление, да, оно автоматически найдется, и от него можно будет оформить отказ. Можно ли оформить загранпаспорт, кстати, да, нового образца, если подан отказ от сдачи биометрии? Можно оформить. Если вы, например, отказ написали от размещения ваших биометрических данных в единой системе, да, все равно можно оформить загранпаспорт. Для оформления загранпаспорта собирается иная биометрия. Это изображение лица и отпечатки пальцев. И к тому же система Министерства внутренних дел и единая биометрическая система, они не взаимосвязаны между собой.
Вот нужно ли после отказа в МФЦ обращаться в банк, например, да, вот и зачем? Ну, если вы написали отказ, ну, например, вы подавали, ну, регистрировали свою биометрию в банке, да, и потом банк вам направил уведомление. Вы не успели за 30 дней запретить на передачу ваших данных и подошли в МФЦ, написали отказ, заявление. В этом случае нет нужды обращаться в банк, потому что вот сведения уже будут внесены в единой биометрической системе. Мгм. Ну, вот предлагаю немножко порассуждать, да, о будущем, например, биометрии. Как вот вы считаете, как она упростит, может быть, жизнь вообще людей у нас в стране, может быть, не только в Конечно, Казахстане? безусловно, очень упростит жизнь людей. Например, даже когда вот портал госуслуг внедрялась, да, тоже немножко ажиотаж был, тоже немножко боязнь была, да, а мы сейчас без приложения госуслуг, ну, не можем обойтись при оформлении услуг, да. И, ну, такой же подход, ну, будет и с приложением, думаю, вот госуслуги биометрии. Мгм. Ну, то есть, получается, на госуслугах можно будет быстрее, как минимум, уж точно быстрее получать, да, необходимую услугу. Быстрее, удобнее, комфортнее, без очередей Мгм. и так Ну, далее. действительно, я тоже считаю, не стоит бояться, да, чего-то нового. Цифровизация все плотнее входит в нашу жизнь. Ну что ж, Марьяна Валерьевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Теперь вот в части биометрии, да, многое у нас прояснилось. Большое спасибо. Ну что ж, будем разбираться и подключаться к сервису. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.